Если вы бывали в северных районах Таджикистана, то знаете, что недалеко от города Ленинабада, на левом берегу Сырдарьи, утопая в зелени садов, раскинулись обширные владения колхоза «Москва». Чтобы сделать эту землю богатой, цветущей, в нее вложили труд многие люди, и среди них был Саидхаджа Урун-Хаджаев. Эти кадры сняты нами в марте 1967 года. Почти с самого начала колхозного строительства, в течение 34 лет, Саидхаджа Урун-Хаджаев – председатель этого колхоза. Умелый организатор внес большой вклад в развитие сельского хозяйства республики. А это кадры 30-х годов. Урун-Хаджаев был молод, а колхоз сделал первые шаги. Нелегким был путь Раиса. Косность, неверие, а порой и открытое сопротивление — вот с чем пришлось встретиться в те годы коммунисту Урун-Хаджаеву. Но его окружали люди с горячим сердцем, люди, вдохновленные идеями партии. Вместе с ними Саидхаджа и строил новую жизнь на селе. Под его руководством колхоз «Москва» превратился в одно из самых крупных, всесторонне развитых хозяйств республики. У таджиков есть древняя легенда о золотом кишлаке. В ней отражена мечта о счастье, о свободном, радостном труде. Искали золотой кишлак прадеды и деды, отцы и дети. Искали и не находили. Дорогу к счастью открыла советская власть. Вот что писал об этом односельчанин Урун-Хаджаева, поэт Аминджон Шукухи. В тот самый день, когда в огнях зари Аврора миру счастье возвестила, иными стали волны Сырдарьи, иные к ней пришли судьба и сила. Эта фотография сделана в 1935 году в Кремле, в дни приема партии и правительством хлопкоробов Таджикистана и Туркмении. А спустя 23 года товарищ Ворошилов сам побывал в гостях у колхозников и увидел огромные перемены. Всмотритесь в лица этих людей, в облик кишлака. Трудно поверить, что на нашей памяти здесь было всего несколько десятков убогих глинобитных лачуг, в которых ютилась бедность. А сейчас здесь благоустроенные дома, электрический свет, телевизоры и радио. В колхозе более 3000 семей, и в каждую из них пришел достаток. В колхозе ценят честный труд, ценят людей труда. Здесь стало обычаем празднично отмечать трудовые даты. Вот как чествует сегодня 70-летие скромного хлопкороба Абдулатифа Самадова. Не один десяток лет рука об руку трудился Самадов вместе с Урун-Хаджаевым. Саидхаджа — мудрый человек, говорит Самадов.
За делами он никогда не забывал людей. Никто так тонко не знал душу дихканина, как наш Раис. Прекрасные люди в колхозе и замечательные плоды их труда. Около 4 миллионов рублей – таков сегодня доход артельной казны. Большое богатство колхоза – его сады. Колхоз считается самым крупным садоводческим хозяйством в республике. Замечательный урюк не имеет себе равного по вкусовым качествам. Об этом знают не только в самых отдаленных уголках нашей страны, но и далеко за ее пределами. Виноград и гранаты колхоза всегда украшают праздничные столы. А вот еще одна доходная статья колхоза – животноводство. На 17 фермах около 70 тысяч голов крупного и мелкого скота. Отличную шерсть дают тонкорунные козы. Отары овец и крупный рогатый скот дают возможность колхозу заготовлять свыше 700 тонн мяса и более 800 тонн молока. И не случайно герой социалистического труда, зоотехник Ариф Бабаджанов, вспоминает рассказ отца о том, как много лет назад на скопленные деньги артель купила первый десяток овец. Наша артель, говорит секретарь партийного комитета колхоза, герой социалистического труда Дададжан Набиев, многоотраслевое хозяйство. Оно дает родине хлопок, шерсть, мясо, шелк, хлеб, молоко, овощи, фрукты. Хлопка. Что и говорить, обязательства высокие. Наши люди это понимают. Понимают они и то, что каждая цифра – это их труд. Мы гордимся творцами колхозного изобилия. Особенно гордимся героями социалистического труда. А их в нашем колхозе 17. Это соратники Урун-Хаджаева, настойчиво прокладывающие путь к колхозному изобилию. Вот, к примеру, бригада, которой руководит коммунист Каримов. Она выращивает тонковолокнистый хлопок. В прошлом году средняя урожайность составила 37 центнеров хлопка с гектара. Сегодня эта цифра не удовлетворяет передовиков хлопководства. Вот они, сверхплановые тонны белого золота в честь юбилея. Участие женщины в активной созидательной жизни – замечательное свидетельство великих завоеваний октября. Для наглядности я приведу одну цифру. В партийной организации колхоза 300 человек, и 60 из них женщины. Много женщин на руководящей работе. Ачо Иргашева, Бибергаш Бабаджанова. Они сейчас возглавляют бригады.
колхозе работает 200 специалистов с высшим и средним образованием. Это говорит о том, как много внимания уделяется в колхозе образованию молодежи. На территории сельхозартели 11 средних школ и 1 школа-интернат. Побывайте в школе-интернате, и вы увидите, что она ничем не уступает интернатам больших городов. Директор интерната Шериф Джон Джураев тоже воспитанник колхоза. بچگان چوبان ها باید در مکتب اینترنت کنند چون که در آنجا این گونه شرایط مهیا نیست بنابراین حاضر در مکتب اینترنت ما 5 12 خوانندگان حاضر تحصیل کنند از آن جمله 2 نفر فرزند شما در نصف خوانده شدند حاضر شرایط نهایت نقص خواندنش بسیار خوب همین شرایط ها برای بچگان شما مهیا کرده شد. В интернате живут и учатся дети чебанов и других колхозников, работающих на отдаленных участках. Сейчас в интернате на полном обеспечении 530 мальчиков и девочек. Забота о людях – одна из главных черт Саидхаджи Урунхаджаева. Его в равной степени беспокоили урожаи хлопка и организация библиотеки, школы и медицинские пункты, и этот колхозный санаторий. Так говорит главный врач колхозной больницы Дададжан Мухаммадиев. В санатории Хаватак восстанавливают свое здоровье члены нашей сельхозартели. Здесь успешно поддаются лечению минеральными водами многие болезни. В нашем колхозе 13 медицинских пунктов, своя больница с терапевтическим и хирургическим отделениями, родильный дом, поликлиника. Их обслуживают 27 врачей и фельдшеров. А что вы могли бы сказать о вашем колхозе? Обратились мы к библиотекарю Шахадат Насимовой. من درباره اقتصادات کالخوز سخن نکرده بلکه درباره بلندشوی مدنیت کالخوزچیان و حیات معنوی آنها سخن رانده میتوانم. من خودتان Я не буду говорить об экономике колхоза. Скажу о том, как выросли духовные запросы дихкан. Вон на холме Кухиарбук стоит здание. Это у нас дворец культуры. В нем более 100 различных комнат и кабинетов. کابینت و خانه ها ساخته شده است. قصر مدنیت کالخوز با دست خود کالخوزچیان ساخته شد. صنعت خلقی ما را Большой зрительный зал, которому могут позавидовать многие столичные театры. تمام هنر خود را صرف کرده چنان یک قصر عالی‌جناب ساختند که همه را به حیرت می‌گذارند. Присмотритесь к отделке стен и потолков дворца. Тончайшая орнаментальная роспись и резьба по дереву. Тысячи неповторимых рисунков, исполненных в национальном стиле. Эти замечательные произведения выполнили мастера-умельцы нашего колхоза – Салиев, Паязов, Кадыров, Раджабов. نشان دادن تالنت آدمان همه شرایط ها مهیاست. Дворец стал центром культурной жизни колхоза. Здесь созданы все условия для отдыха, учебы, занятий художественной самодеятельностью. Я библиотекарь и повседневно чувствую, как выросли запросы людей. Книга, журнал, газета, радио сейчас в каждом доме колхозника.
дар хонадони ҳар як калхозчӣ китоб, газета ва радио мавҷуд аст. қасри маданият дар баландӣ ҷой гирифта, чароғҳои он аз ҳама ҷо дида Далеко мешавад. видны огни нашего дворца, огни колхозного счастья. Ради этого счастья жил и работал Саид Хаджа Урун Хаджаев. Коммунистическая партия и советское правительство высоко оценили деятельность Урун Хаджаева на посту руководителя колхоза. Он дважды удостоен высокого звания Героя социалистического труда, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны и многими медалями. Народ трижды избирал его депутатом Верховного Совета СССР. Он был делегатом 4 последних съездов Коммунистической партии Советского Союза, много раз избирался членом ЦК Компартии Таджикистана и депутатом Верховного Совета Республики. Лучший памятник человеку — то, что он оставил людям. Таким памятником Саид Хадже Урун Хаджаеву стал процветающий ныне колхоз, которому теперь присвоено его славное имя — колхоз имени Урун Хаджаева.